Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Ясли устали. Старые здания и старые здания. Единственный детский сад села Богородское будут сносить. Почему и куда будут ходить дети, выяснял Рамиль Шайдулин. 17 уголовных дел и штрафы на 34 миллиона рублей. Невозможно жить, понимаете, запах тут вонючий, понимаете. Скажите, чтоб убрали. Какие итоги за 2019 год уже есть у татарстанских экологов? Их услышал Сергей Хайдаров. Новые вертолеты, машины скорой помощи и реанимобили. В зоне Нижнекамска и набережных Челнов, они только отсюда вылет. Конечно же, мы теряем драгоценное время, золотой час. Как в республике сейчас идет модернизация скорой медпомощи и санавиации, расскажет Салават Ухмадулян. Чемпионат России по парусному спорту в Казани. Сколько команд на этих соревнованиях защищают честь Татарстана, знает Ленар Геннатуллин. Жаловаться меньше не стали, напротив, татарстанцы еще больше обращаются в систему «Народный контроль». За последние полгода 39 тысяч заявок. Чаще всего жители республики беспокоят вопросы благоустройства, ремонта дорог и ЖКХ. Сегодня об итогах работы портала рассказали журналистам. Встреча прошла в Доме правительства. Эффективность контроля проверила Зарина Ахметова. Одна из заявок в народном контроле касалась вот этого пешеходного перехода на улице Абжалилова. Житель обратился с просьбой сделать удобный съезд. Раньше здесь был бордюр высотой в 10 сантиметров. Теперь его убрали, и переходить дорогу велосипедистов, мамам с колясками, инвалидам стало куда удобнее. Максимально удобно. То есть не надо тормозить, запрыгивать. Спокойно можно доехать. Не надо спрыгивать. Плавно спускаешься, все хорошо. За последние полгода в народный контроль поступило 39 тысяч заявок. Большая часть из них уже в статусе решенных. Об этом сегодня журналистам рассказала Сырья Сабурская. Призналась, есть и проблемные вопросы, которые требуют больше времени на проработку. Например, вопросы строительства дороги в новых застройках. С 1,5 года, и вот эта ситуация с дорогами, она практически никак не меняется. Сейчас село Пермяки активно застраивается домами, но вот за дорогу здесь пока никто не берется. Весной и осенью мы вынуждены сидеть дома. Дети, естественно, тоже не могут выйти на улицу, потому что они по уши в грязи. В январе здесь дороги нету. Она есть только по низу, вот через кладбище. С просьбой отремонтировать эту дорогу жители Пермяков обращались в народный контроль уже трижды. Первую заявку размещали еще в мае 2018 года. Но произвести необходимые работы планируют только в 2021 году в октябре. Все потому, что собственник вовремя не поставил землю на учет. Сейчас идет момент передачи данных земель на баланс муниципального образования. И я вот здесь хотела бы обратиться, но более терпимее относиться к тем срокам, особенно по тем уведомлениям, которые требуют больших финансовых вложений. А таких в системе немало, но это не значит, что заявка будет отклонена. Все сообщения отправляют в работу. Их исполнение контролируют не только авторы, но и модераторы. Перенести сроки выполнения работ можно только один раз. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Пожилой детский сад. Жители села Богородское Пестричинского района беспокоятся о состоянии местного дошкольного учреждения. Проваливаются полы, протекает потолок. Само здание в аварийном состоянии, говорят родители малышей. Как нам удалось выяснить, ему почти полвека, и в нем ни разу не было капремонта. Почему сейчас его и вовсе хотят снести, расскажет Рамиль Шайдуллин. В сентябре Эльвира Гельманова планирует отдать ребенка в детский сад. Да вот беда. Единственный в селе садик выглядит совсем уж недружелюбно. Местами законопаченный и запененный деревянный сруб совсем не то место, куда охотно отдают детей. Старые здания и старые здания. Во-первых, оно пожароопасно, как вы видите, оно деревянное. Это в первую очередь безопасность детей. А вот как он выглядит внутри, и не сказать, что форма соответствует содержанию. Против бревенчатых сводов снаружи здесь не доски и скамейки, а мягкая мебель и современные проекторы. Внутри кипит жизнь и ничего не говорит о внешней неказистости. Работающие санузел, столовая, система пожаротушения. Дети играют, учатся, набираются сил. По численности у нас 49 детей, но сейчас ходит мало. Сегодня у нас было 17
18 детей, Это да. желание родителей самих, например, дома, да? Ну да, многие отдыхают, сейчас же лето. По плану сад рассчитан всего на 35 детей. На том, что мест мало, говорили и на уровне правительства. По данным Минобраза, еще в прошлом году республика решилась на строительство нового детсада. Распоряжением Кабинета министров Татарстана выделено 2 миллиона 700 тысяч рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту строительства детского сада на 120 мест в селе Богородское. Этот детский садик в любом случае у нас идет под снос. Дальше на следующий год, даст Бог, если все нормально будет, будем надеяться, что нам построят новый садик. Деньги, выделенные на проект, в работе. Сейчас, пояснили нам в райисполкоме, разрабатываются все детали нового детского сада. Нашим районам уже предоставлен земельный участок на новый детский садик. И сейчас мы ждем, значит, чтобы включили уже в РКМ на строительство нового детского сада в количестве на 120 мест на 2020 год. По планам, новый садик будет построен рядом с местной школой. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Пестричинский район. А я напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами наших выпусков. 3000 нарушений, 17 уголовных дел и 34 миллиона рублей штрафов. Сегодня в Казани итоги полугодия подвели татарстанские экологи. По их рекомендации свою работу приостановили 6 предприятий республики. Кто сбрасывает отходы под шумок и почему свалки появляются как грибы, выяснял Сергей Хайдаров. Только в этом году Министерство экологии выявило больше 3000 нарушений природоохранного законодательства. Причем, как подчеркивают сами экологи, 97,5% из этих нарушений были полностью устранены. Соответственно, увидеть в черте города вот такую вот несанкционированную свалку для журналиста – это большая удача. Как видите, здесь горы мусора, нет контейнеров и огородительных заборов. Это улица Ударная, Казани. Некоторые жители даже не стесняются нашей камеры, как ни в чем не бывало, бросают сюда мусор. То есть, получается, машинально сюда все мусор выкидывают? Запах невозможно жить, понимаете? Запах тут вонючий, понимаете? Скажите, чтобы убрали. А почему люди сюда сбрасывают мусор? А вот и спросите, вот оттуда, с этого дома сюда кидайте. Я говорю, туда кидайте, на большую звук. Нет, они сюда кидают и закрывайте дома. А тут свалка еще есть, то есть можно пройти, да и выкинуть нормально мусор. Да. Такая картина почти по всей республике, говорят экологи. Только в этом году они обнаружили 987 несанкционированных свалок. Находят в ходе рейдов и облетов. Но чаще информация поступает от самих татарстанцев. Большая доля приходится на самих граждан. Это 10 каналов связи по Республике Татарстан. Это и народный контроль, система школьный патруль, телефон горячей линии, WhatsApp, Telegram мы еще создали систему. Добыча недр является незаконным, потому что по условиям лицензии месторождение Надеждинское расположено в 200-300 метрах. Этот карьер мы снимали неделю назад. Здесь незаконно щебень и известняк добывала фирма «Акрополь», хотя должна была это делать совсем в другом месте. В итоге за 6 лет ущерб в 70 миллионов рублей. Материал направлен в правоохранительные органы. Также мы приняли административные меры. Это штраф 800 тысяч, и также будет предъявлен ущерб. Также факт незаконной добычи у нас в текущем году был выявлен в поселке Самосырово, города Казани. Более 1 миллиона составляет ущерб. И таких случаев немало. В этом году экологи приостановили работу 6 предприятий республики. Взыскали штрафов на 34 миллиона рублей. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Новые вертолеты, автомобили скорой помощи и реанимобили. В республике началась большая модернизация службы медпомощи и санавиации. Об этом сегодня в Казани рассказали журналистам. По нацпроекту татарстанские медики ждут 2 новые винтокрылые машины. Вертолетов должно стать в 1,5 раза больше. Как быстро будут оказывать помощь и где появится новый центр медицины катастроф, узнал Салават Мухаммадуллин. Полет и посадка – все в экстренном режиме. Этот Ми-2 спас не одну жизнь, в том числе и отца Альфиевы Сенко. За 200 километров от Казани он попал в ДТП и получил серьезные травмы. Мужчине срочно понадобилась помощь столичных врачей. Все было очень быстро, честно говоря, я вам не могу сказать по минутам. Я знаю, что за час где-то он был доставлен сюда. Вот, то есть, транспортировка заняла час. Только в этом году санавиация РКБ приняла 368 вызовов. Почти 100 совершила на вертолетах. Практически уже через 15 минут после приземления в больнице начинается операция. Контроль через ситуативный центр.
В рамках реализации национального проекта здравоохранения в республике сейчас началась модернизация скорой медпомощи и санавиации. Для примера, сейчас полет на специальном вертолете стоит больше 150 тысяч рублей. А потому в республике в год квота 220 подобных полетов. К 2024 году эта цифра должна быть больше 300. В настоящее время Ми-8 предназначен для эвакуации пациентов. 2 даже может максимально загрузиться. Ансат для эвакуации пациента, то есть одно место для пациента, лежачего тяжелого пациента. И 1 Робинсон. К ним добавится еще 2 Ансата. Один из вертолетов будет базироваться в новом филиале медицины катастроф. Он должен появиться в зоне набережной Челны Нижнекамск. В рамках тех событий, которые происходили в Нижнекамске, мы видели, что необходимо, чтобы базирование было именно там, в зоне Нижнекамска и набережных Челнов, а не только отсюда вылет. Конечно же, мы теряем драгоценное время, золотой час. Напомним, в гонке за временем после смерти программиста из Иннополиса в республике объявили о реформе работы скорой помощи. Для медиков убрали границы районов и сделали округа. На вызов едет та машина, которая ближе всего к пациенту. Плюс автопарк скорых в этом году должен обновиться на 186 новых машин. А санавиация пополнится 2 реанимобилями. Салават Ахмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В 2 больницах Татарстана дефицит кадров, койко-мест и здоровой еды. Об итогах проверки счетной палаты читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Спортивный характер и умение не сдаваться, несмотря ни на что. Были теплые эмоции, я очень радовался победе. Сколько медалей завоевала татарстанская сборная на Всемирных играх победителей, расскажет Рамиль Галиулян. Чемпионат России по парусному спорту в Казани. Сколько команд на этих соревнованиях защищают честь Татарстана, знает Ленар Гинатуллин. Сегодня в Заинском районе прошел День Единой России. Этот партийный проект в Татарстане реализуется с 2004 года. Руководители регионального отделения и депутаты Госсовета приезжают в один из районов, встречаются с людьми, отчитываются перед избирателями. Также оказывается всевозможная юридическая, социальная и медицинская помощь. Во время визита в Заинск главный акцент сделали на содействие фермерским и личным подсобным хозяйствам. Дмитрий Аренин продолжит тему. Добрый день. Здравствуйте. Рада вас видеть. Первым делом на поля и в Заинский агропромпарк. Главный вопрос – как помочь малому сельхозбизнесу. Сейчас Татарстан полностью обеспечивает себя продовольствием. И на 50% в этом заслуга крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Неоценимую роль в их развитии играет господдержка. Ежегодно республика выделяет более 2 миллиардов рублей. 7 лет работаем, за 7 лет уже могу сказать, что успехи у нас неплохие. В неделю 3-4 раза выходим именно в агропромпарк. Для нас это очень удобное место. На городском стадионе «Энергии» в центре внимания воплощение партийных проектов, связанных со спортом. И здесь сегодня дали старт детскому футбольному турниру. Сам город хорошеет на глазах. Много социальных объектов построено, школы отремонтированы, другие инфраструктурные дела подтягиваются, парки. Программа Дня Единой России в каждом районе формируется, исходя из анализа обращения граждан. Медицинский городок стал уже наш ЦРБ, Центральная районная больница. Если брать школы, Фарид Харилович, я докладывал о том, что из 9 городских школ все прошли через программу капремонта. Сегодня мы последние 3 года 6 садиков только капремонт провели. Это ощущается от детей, кончая, уже самими взрослыми. На встрече Фарида Мухаммедшина с местным активом говорили, как в районе выполняются национальные проекты. Беспрецедентные по масштабам, по объемам вложений, выделяемых средств, на то, чтобы до каждого человека дойти, до каждой территории, чуть ли не до каждой деревни, поселения. И наша задача разъяснить это людям, что эти проекты должны находиться под контролем, что это делается для людей. Сейчас в Заинском районе членов Единой России более 3000. Открыто 42 местных отделения. Приехавшие из Казани депутаты Госсовета провели прием граждан и взяли в работу озвученные проблемы. 5000 одна семья плюс потерянный урожай. Это раз. Второе, хотели бы, чтобы была такая система, чтобы
собственники, так сказать, земель предупреждали об опылении полей. Поэтому с этой проблемой нам тоже придется хорошо разбираться. Это вот только сегодня, которые нам поступили во время сегодняшней встречи. Сегодня во время Дня Единой России прошло 10 различных мероприятий. Это медобследования, семинары и круглые столы. Дмитрий Айрин, Игорь Романов, ТНВ, Заинск. 546 кандидатов выдвинулись на выборы в Госсовет Татарстана 6-го созыва. Период составления списков завершился, сообщили нам в татарстанском ЦИКе. 250 человек выдвинулись по единому избирательному округу, 296 по одномандатным избирательным округам. В списке партий кандидаты от «Справедливой России», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Единой России», партии «Роста», «Коммунисты России», Российской партии пенсионеров и «Родины». Все партии сегодняшний день по единому округу уже заверили списки на заседании Центральной избирательной комиссии. На сегодняшний день идет прием документов для регистрации, который продлится до 24 июля. 24 июля последний день приема документов для регистрации. Разработать веб-приложение, создать дизайн и встроить мультимедиа. Выпускник Казанского техникума связи готовится представить Россию на международном чемпионате WorldSkills по компетенции веб-технологии. Опыт у Ивана Жукова уже есть, выступал на десятках региональных чемпионатов, но на международный отправляется впервые. Как идет подготовка к главному турниру, узнала Юлия Муратова. Наша задача во время чемпионата создать веб-сайт. Разработать веб-сервис, превратить идеи в креативный дизайн и встроить анимацию. Свой профессионализм в этой-сфере выпускник Казанского техникума связи Иван Жуков уже доказал на региональных этапах WorldSkills. За плечами не менее десятка чемпионатов по компетенции веб-технологии. Теперь представит Россию в международном первенстве. Награждение национального чемпионата, где я занял 3-е место. Так Иван Жуков вспоминает о соревнованиях на Сахалине. Именно тогда он и решил выйти на международную площадку WorldSkills. До главного турнира в Казани меньше 45 дней. Тренировки ежедневно. Свои силы Иван Жуков пробует и на мини-чемпионатах. На днях вернулся из Бразилии. Конкурентами стали участники из Кореи, Японии, Колумбии и Швейцарии. Это очень серьезное событие, и поэтому все участники, которые будут принимать в нем участие, готовятся, можно сказать, круглосуточно. И я в том числе. Но я иду только за первым местом. Чтобы создать удобное функциональное веб-приложение, у участников всего 3 дня. Каждый модуль по 6 часов. А конкурентами станут 33 сильнейших со всего мира. Ребятам нужно создать сервис, к примеру, по регистрации. То есть в первую очередь они делают верстку, то есть структуру сайта. И после этого разрабатывают уже функционал, то есть именно программирование. У нас тренировки проходят в принципе, с 9 до 6 вечера, и все оставшееся свободное время они тратят только на подготовку, потому что сроки очень маленькие. Международная площадка чемпионата соберет 1500 молодых профессионалов из 60 стран. Стартуют соревнования 22 августа в Казани. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Железный характер и воля к победе. Сегодня в Казань вернулись участники всемирных игр победителей. Это соревнования для детей, которые вылечились от онкозаболеваний. Нашу республику представили 6 ребят. Сколько медалей удалось завоевать на соревнованиях юных героев, встретил Рамиль Галиулин. Их встречают как настоящих чемпионов уже на перроне. Еще вчера о таком можно было лишь мечтать. Сегодня турнир игры победителей – одна из немногих страниц новой яркой жизни. Жизни без болезни. На душе были теплые эмоции. Я очень радовался победе. В такой легкой эйфории был. Он привык побеждать. В 4 года Никита Корчагин поборол страшный недуг – рак почки. Теперь в первый день соревнований завоевал золото по легкой атлетике. Всего парень принес 3 медали в копилку сборной. Такие поездки, они сплачивают, дают командный дух, и ты чувствуешь, что хочется побеждать за свой регион или страну. Это медаль по футболу, это бронза. А для Ильнура Хайруллина бронза по футболу на вес золота. Ведь свой главный поединок с болезнью он уже выиграл. Парень победил рак 4 года назад. Признается, участие в турнире дало новые силы. Я хорошо провел время, подружился с многими участниками. Там очень было хорошо. Эти игры собрали в Москве 500 ребят из 15 стран мира. Они приехали, чтобы плавать, стрелять, играть в футбол, шахматы и настольный теннис. Поездку для татарстанской команды организовал фонд Анжелы Вавиловой. Дети уже сами себя перебороли. Они победили уже болезнь. Сейчас победили
в спортивных соревнованиях. Вы представляете, какой психологической поддержкой вот во всем этим? Ну мы что, мы их тренируем, мы готовим их. Нам представляют стрельбища, бассейны, беговые дорожки. 6 медалей, из которых 2 золотые. Такой результат показала татарстанская сборная. Хотя каждый из них уже выиграл в своем главном поединке за жизнь. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Рисующий архитектор. Именно так позиционирует себя Наиля Хамидуллина. В Казани сегодня открылась выставка художника под звучным названием «Открыто». Более 50 работ, через которые гости могли заглянуть в самые тайные уголки души и сознания Наили Хамидуллиной. Никого не оставили равнодушными. Что можно передать красками и почему холст становится страницей жизни, об этом подробнее Алия Хайрудинова. Один из моих друзей-архитекторов сказал: так это же Москва. Папа сказал, что это урбанистическая метафизика. Здесь каждый мог найти свою историю. Бесконечные линии, мягкие цвета, пространство для фантазии. Для Наили Хамидуллиной это уже 3-я персональная выставка. Более 50 работ были открыты взору. А через них и сама душа рисующего архитектора. В тот момент, когда я пишу, я не знаю, что я хочу сказать. Я просто увлекаюсь этим. Я для себя рисую в голове какой-то сюжет. Сегодня цветы и объятия близких. Самый же дорогой подарок для творца – попытка понять душу художника. Здесь нет какой-то даже систематизации, на что я обратил внимание и даже сказал: а почему вы не пишете даты, когда были написаны картины, чтобы хоть как-то попытаться проследить какие-то этапы творчества. Я, например, очень часто, когда бываю на выставках, смотрю, повесил ли бы я эти работы у себя дома. Но здесь я бы буквально все бы повесил. Заглянуть в сердце лучше получается у самых близких. Как и в далеком 94-м. Тогда была первая выставка, так и спустя четверть века. Рядом родители. Каждый сам должен увидеть то, каков мир у этого человека. Узок, широк. Выставку могут повторить. Фарид Бекчентаев предложил рисующему архитектору открыть новый театральный сезон Камаловского. От бесконечных линий поиска цвета, урбанистики к ясному сюжету и четким очертаниям. Здесь каждый может найти себя, а главное увидеть душу художника. Многие работы уже стали неотъемлемой частью интерьера почитателей таланта Наили Хамидуллиной. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Яхта, парус и попутный ветер. Сегодня в Казани стартовал чемпионат России по парусному спорту в классе «Микро». Это компактные суда, в состав экипажа которых входят 3 человека. В акватории Волги собрались 18 команд из разных субъектов страны. Как проходят первые для Татарстана гонки на воде, расскажет Ленар Гинатуллин. Эти люди не боятся шторма, главное для них ветер в паруса. На старте яхты класса «Микро». Спортсмены готовят их с самого утра. Вооружаем лодку. Ого, вы с оружием будете ездить? Ну, это называется вооружать лодку. Постановка такелажа, установка рангоута, постановка парусов. Здесь 18 команд со всей России. Это победители первенства мира, Европы и прошлогоднего чемпионата. Мы чемпионы России прошлого года. В этом составе как раз-таки в Челябинске проводился чемпионат России. Но на этот год планы аналогичные, мы должны быть первыми. Конкуренция максимальная. Стать первым не так просто. В классе «Микро» экипаж состоит из 3 человек. Здесь не так важна физическая подготовка, сколько опыт яхтсмена. Микрокласс — такой замечательная категория лодок, где на равных могут соревноваться и мальчики, и девочки. Это еще одна команда из Москвы. Несмотря на хрупкий внешний вид, эти девушки могут дать фору любому именитому спортсмену. В этом составе они стали чемпионами мира в 2013 году. Они настоящие профессионалки. Они гоняются уже больше 10 лет на самых разных лодках. И, естественно, я на них полагаюсь и доверяю. Средняя скорость яхты около 6 узлов. Это примерно 12 километров в час. Вроде бы небольшая скорость, но скажу вам честно, находясь внутри, не хочется разгоняться быстрее. Паруса подняты, судья дает стартовый свисток, и яхты начинают ход. Общая протяженность маршрута 5 километров. Начинают у острова Маркиз. По олимпийской системе делают 2 петли возле Печищ и потом на финиш. Трасса непростая, но знакомые места должны помочь сборной Татарстана. В целом преимущество есть нашего экипажа, но покажет борьба. Тут довольно-таки серьезные соперники, серьезные участники, то есть прям, я думаю, будет битва. Чемпионат продлится всю неделю. Финал 13 июля. Тогда и станет известен чемпион России по парусному спорту в классе «Микро». Ленар Гинатуллин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Пока все. Больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30.
Stockmann. Бренды за полцены. Любимые марки одежды, обуви и товаров для дома со скидками до 50%. Улица Пушкина, дом 2. Stockmann. Мне снятся эти места. Здесь мои корни. Дом там, где твое сердце. ЖК «Акварели». 17 минут до Казани. Акварелидом.ру. Живи ярко, живи в акварелях. От мух мухояр. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. 5-я медаль Татарстана на летней универсиаде. Саади Исмаилов стал бронзовым призером соревнований в миксте по настольному теннису. Студент Поволжской академии спорта выступал в паре с еще одной россиянкой Яной Носковой, с которой дошел до полуфинала. В поединках на вылет Исмаилов и Носкова уступили представителям Китая Джао Юфань 0-4. Таким образом, став бронзовыми призерами турнира. Свое выступление на универсиаде Саади продолжит в личном мужском турнире. Конечно же, я доволен своей бронзой в миксте, так как очень тяжело конкурировать с азиатами, и каждая медаль на вес золота. Борьба за пьедестал только начинается. На ралли «Шелковый путь» состоялся финиш второго этапа. Дорога по живописному берегу Байкала растянулась на 71 километр вдоль самого глубокого озера в мире. Как и днем ранее, первый результат показал белорусский гонщик на МАЗе Сергей Визович. Лучшим среди «Синей армады» стал действующий победитель ралли «Шелковый путь» Андрей Каргинов. У Антона Шибалова и Айрата Мардеева 4-е и 5-е места. Дальше участников гонки ждет третий этап. Экипажи впервые в истории «Шелкового пути» окажутся в Монголии. Общая длина этапа составит 691 километр. Тем временем в аэропорту Казани встретили Зилю Батыршину. Спортсменка из Татарстана впервые в истории республики стала победительницей первенства мира по стендовой стрельбе. Батыршина в финале опередила соперницу из США Монику Катарину, но Джекоб всего на одну мишень. Турнир завершился в итальянском городе Ланата. Кроме этого, еще и серебряную медаль татарстанская юниорка заработала в командных соревнованиях. Она выступила за сборную России, цвета которой помимо Батыршины защищали Елена Буханова и Анна Жданова. Всего на турнире нашу республику представляли 6 спортсменов. В этом году уже все-таки я подумала, что у меня последний юниорский год, и как бы нужно уже что-нибудь занять. И как бы готовиться уже намного больше, чем я готовилась до этого. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после интересной информации. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите, только в июле. При заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166. Наш адрес – Казань, Восстание, 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики пройдут дожди до плюс 24. На северо-востоке Татарстана тепло и сыро, плюс 23. На севере Татарстана не обойдется без осадков, также плюс 23. На северо-западе республики 22-23 тепла, облачно и дождливо. На юго-западе Татарстана небо будет затянуто облаками, плюс 23. В центре Татарстана аналогичная погода, пройдут дожди 22-24 градуса выше 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений.
Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов в Дворец химиков 9 и 10 июля. Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов вы сможете с 9 до 18 часов. В Казани будет облачно, временами дожди. 22-24 тепла. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление пониженное. Влажность воздуха в пределах нормы. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.